Приветствую всех, друзья. Сегодня на 5 июля 2025 года, время 19 часов 5 минут по центральноевропейскому времени, 2 часов 5 минут по городу Джахару. У нас сегодня 138-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Дипломатия с Кремлем и ее террор, поведенческий паттерн России. Об этом и многом другом давайте поговорим. Стрим у нас идет на официальной странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия в Телеграм, YouTube канал и в ТикТок. И сразу передаю слово Аяду. Аяд, Машоваль. Добрый день, дорогие друзья, братья и сестры, наши друзья, которые за пределами, скажем, нашей территории. Сегодня тема такая обширная, по которой мы можем говорить, что же, значит, как можно себя оценить ситуацию, которая складывается, скажем, в отношении с Кремлем, соотношение империи, которые столько лет, начиная с 91 года, практически ведет войну против новых независимых государств и народов бывшего Советского Союза. Значит, если перейти к тем основным характеристикам, то империя, она всегда была, значит, человеконенавистнической страной. Она не любила ни свой народ, не любила чужие народы. И все время во главе сидя пытались управлять этой территорией и все время ее расширять. Если брать на примере того, что царское время делала Российская царская Россия, потом Советский Союз, теперь Российская Федерация. Но надо отметить, что это были разные страны. Они так говорят про преемственность, там передач нет. Этот царский режим был сломлен, революция была, и был создан другая страна. Теперь Советский Союз был в 1991 году развален, были приняты разные акты о денонсации, договор о создании Советского Союза и приняты на высшем уровне этих властей. К примеру, Российская Федерация, РСФСР, Верховный Совет принял такой документ. Но они собирались тогда, как нам известно, всем собирались, говорили о том, что они будут идти к демократии, свободы личности, все, что заложено в международном праве, они к этому стремились. Но что мы получили на самом-то деле? Была ли хоть где-нибудь проявилась это принцип свободы личности, даже любого, скажем, народа, или, я имею в виду, любой национальности, или этих народов, которые были, скажем, в Советском Союзе, или были, теперь стали незаконно захваченными, еще в 92 году, захваченные российской РСФСР, так скажем. Они подписали с новыми государствами, которые вышли из Советского Союза, подписали незаконно федеральный договор, используя своих прежних коммунистических лидеров, которые сидели, которые должны были отдать власть, передать этим народам, чтобы они избрали свою власть. Вместо этого они ездили везде там и говорили, как Ельцин говорил, берите себе столько суверенитета, сколько вы проглотите. Тем самым люди, которые не понимали, что происходит, думали, что это вообще вышло от Ельцина, что это он там. То есть я возьму себе столько полномочий, а тебе Ельцину, не отдавайте что-то. На самом деле это то, что он делал, это
было неправильно, не то что неправильно, это было преступно в отношении этих народов, в отношении этого международного права, которое было принято после Второй мировой войны. И эти все республики, я имею в виду на территории бывшей РСФСР, которые стали независимыми государствами, в принципе, после развала Советского Союза, но многие, в основном большинство из них не сумело, значит, по причине того, что сильно было давление со стороны власти Российской Федерации, так, РСФСР, они не сумели и не дали возможность этим странам, чтобы они наполнили все атрибутику своего государства и заявили свою государственность. Этого не случилось именно по этой преступной политике, которую проводила вот эта власть РСФСР, которая стала потом Российской Федерацией. Вот они взяли и захватили территорию. Я уже отмечал это, что Чеченская республика не входила в этот перечень стран, которые и вот оказались в составе этой Российской Федерации России путем обмана, подлогов и давления. Мы, чеченский народ, значит, принял все необходимые документы, провел, значит, общенациональный съезд своего народа, значит, принял все атрибуты государства, там президент, парламент, все структуры власти, и, значит, были приняты те документы, и после вот так называемой Второй войны, хотя это была четвертая агрессия против Чеченской республики, Чеченская республика в начале был до 94 года, а потом мы переименовали свою республику Чеченская республика Ичкерия, и, значит, в этом наблюдении и, так сказать, в этом процессе участвовала миссия ОБСЕ. Практически это все государства Запада, ну и, скажем, Дальнего Востока, все это ОБСЕ, 57 государств мира, и эти все государства, эта миссия ОБСЕ уже на выборах участвовала и подтвердила, что мы провели очередные выборы и создали очередные выборы, наше государство было создано. Несмотря на это, Россия снова напала на нас, но истощение ресурсов, истощение, значит, людского, материального, другого ресурса и, значит, ввиду провокации, которую совершила Россия, и ввиду того, что остальной мир поддался этой провокации, получилось так, что нам пришлось власти чеченского народа, нашему, значит, сопротивлению пришлось уйти в подполье или оказаться на Западе для того, чтобы вести отсюда борьбу обоснованную, какая она есть, рассказывать нашим людям и с точки зрения международного права, проводить таким образом нашу борьбу, чтобы никто не мог даже сомневаться в том, что это было сделано все в рамках международного права. Но несмотря на это, как мы знаем, столько вот народов также оказались в составе этой Российской Федерации России, и они приняли, вот Путин там садился и говорил, это в Советском Союзе можно было выйти из состава, мол, Советского Союза. Там в законе это положено, а у нас нету этого. То есть они застолбили так, что из-за Российской Федерации, которая есть сейчас, оттуда никто не может выйти. Но есть территории, значит, я имею в виду территории Чеченской республики Ичкерия, грузинские территории, территории Украины, которые были захвачены после всего этого военным путем со стороны Кремля. И они ведут такую вот политику, в которой пытаются искажать и международное право, искажать и современные, значит, положения фактами,
доказательствами приводя лживые. Вот такая идет вот практически борьба, и можно сказать, что империя, Кремль полностью, кроме того, что он военным путем вот ведет войну против сегодня Украины и против захваченных территорий, где сидят их марионетки, можно сказать, не то, что можно сказать, мы твердо знаем, что они эту политику идут целенаправленно. Другую политику они видеть, вести не могут, потому что если будут соблюдаться значит, права человека, свобода личности, это означает, что личность, каждая личность по достижению определенного возраста может голосовать и избирать себе власть. Ну, по 4-5 лет в разных странах. А в этих диктаторских странах, которых мы можем с вами назвать, и вы знаете сами, там власть почти не меняется десятилетиями, а то 50-70 лет там сидят люди. И Россия сейчас, после того, когда она захватила территорию Чеченской республики, потом захватила Грузию и части Украины, недовольствуясь этим, не останавливаясь на этой ситуации, чувствуя, что окружение, которое есть вокруг президента, это окружение разбогатело, баснословно, более 100 миллиардеров, которые начали, значит, кичиться и всем что угодно. Значит, люди резко стали, уже открыто стали, значит, нищие, нищеброды, их надо всех убивать, им пенсии не надо давать, они должны умирать. Но это вообще человеконенавистническая политика, которую проводит Кремль. Мы это знаем. Это они проводят против своих людей. И даже не только против, скажем, разных национальностей, а даже русских, которые бедняки. Они это проводят, и мы должны это отмечать. В то же время Россия ведет такую политику стравливать, скажем, русский народ с другими народами. Ну, причин они придумывают много. Вот возьмите вот то, что они, значит, сейчас вот в России живет много азербайджанцев, может быть, миллионы, несколько миллионов, может быть, они пытаются где-то, значит, прищемить, и чтобы, значит, тем самым ущемить и власть Азербайджана. Ну, любой страны, и той же Грузии, и той же Армении, и везде они хотят теперь вернуть эти государства под свое лоно. То есть власть, которая находится сегодня в Москве или, значит, в другой стране, диктаторская, они всегда хотят, чтобы их территория, значит, сохранялась, и чтобы они сидели во главе этой империи, этого государства. Но чтобы сидеть во главе этого и все время, значит, их не обвиняли в том, что они виноваты, они всегда ищут виновника, и виновник всегда у них оказывается кто-то другой. То ли чеченцы, то ли украинцы, или евреи, или, скажем, другие национальности. Они придумают что угодно. Они нашу страну, наш народ извращали, как говорится, катали, как говорится, в этой пыли, в грязи, ну, я имею в виду информационно. Что только они не говорили о нас, что только они навязывали, и как только они пытались именно в это состояние вести весь наш народ. И это в какой-то степени им удалось через это, после вот такого состояния, захватить нашу территорию. Однако наша территория должна быть освобождена с точки зрения международного права. И мы сейчас вот об этом вот, говорим. И наша передача тоже как раз ведет вот эту работу для того, чтобы мы могли, и наши люди, и наши друзья знали, что происходит. Посмотрите, что мы видим, где сегодня находится Россия с ее, скажем, вот этими морально-нравственными, скажем, принципами. Совершенно нет никакой морали. Они открыто говорят, там, где живет русский, это наша территория. И здесь у них много таких вот, скажем, людей в зарубежье и в других странах, ну, в зарубежье, в принципе, много.
где которые вот их агенты влияния действуют. Кроме этого, действуют их агенты влияния, к примеру, я скажу, и других национальностей, скажем, национальностей, которые живут на территории России или которые оккупированы. В частности, как Чеченская республика Ичкерия, представители этой национальности, которые были когда некогда его власти, потом они потеряли свои полномочия, они на Западе ведут активную такую подлую, скажем, работу по дискредитации той линии, которую избрал наш народ. Они ведут ее таким образом хитро, утверждая, что они там создадут Кавказскую конфедерацию или протекторат, или да, Горскую республику. Все это делается не потому, что мы бы не желали, чтобы это было так. Но один принцип, который есть в международном праве, и который мы знаем, что никто не может создать на территории другого государства, значит, свое государство, если это государство в принципе не разрешит ей выйти из этой страны. То есть таким образом они тягивают нас, как будто мы являемся частью этой Российской Федерации России, к примеру, я говорю, да? И оттуда, чтобы выйти, мы должны разрешение пройти к власти Москвы сегодня. Когда мы к этому не имеем никакое отношение, мы вышли из Советского Союза еще до создания Российской Федерации, которая есть сегодня. Мы это завершили все свои документы, атрибуты завершили 12 марта 1992 года, а Российская Федерация начала создаваться только с 31 марта 1992 года, и после этого она еще совершила ряд преступлений государственный род уже внутри. Вот такая ситуация. Это, к чему я говорю, если по теме говорить, то, что, значит, они говорят, что они следуют международному праву, что они готовы, значит, считать, что это несправедливо. Тогда получается, что все те документы, которые, значит, были приняты после Второй мировой войны, и тот современное международное право, что делает, становится вопрос, что делается Организация Объединенных Наций России? Что она делает в Совете Безопасности? Что она делает, скажем, в ОБСЕ и в других международных организациях? Почему эта страна, которая грубейшим образом нарушает все правила современного международного права, ведет себя так? Ведет она себя так нагло, потому что у нее есть атомное оружие, и тем самым, значит, она этой дубинкой, как бы, значит, потихоньку угрожая, ведет войну, говорит, мы вас всех захватим, плевать хотели мы на ваше международное право. Вот такая идет сегодня борьба, и когда говорят, вот что, в чем же дело, потому что сегодня мы знаем, Америка не очень активна в том смысле, что чтобы защитить, скажем, Украину. Победа Украины это будет означать победа и остальных народов, это будет начало разгрома российской этой империи или переформатирования власти в ней. Это не произойдет, потому что до тех пор, пока эти страны, европейские страны и Соединенные Штаты Америки, стран мира не примут окончательно четкое и ясное, значит, решение по оказанию настоящей помощи, которая необходима Украине. Украина имела свое атомное оружие. Это оружие, значит, по их западные страны, Америка, Англия, другие договорились, уговорили Украину ее передать России. И сегодня Россия, собрав у себя все это атомное оружие, вот так себя ведет. Что делать сейчас? Как быть? С одной стороны, есть международное право, есть, значит, устав ООН, с другой стороны, есть член Совета Безопасности ООН Россия, член, значит, европейского там совета, их вообще-то вывели, это да. Но надо, видимо, и из других международных организаций, он их вывести. А главным образом надо сегодня,
чтобы эта Россия, не усилила свои позиции в мире, потому что если она усилит свои позиции, она обязательно пойдет дальше. Спрашивает вот вопрос, пойдет дальше, вот нельзя ее там, собственно говоря, угрожать, надо договориться. Даже вот предлагает Украине, надо договориться вам, давайте не воюем, готова согласиться, вести мирные переговоры, но войну ни в какую, значит, обманывая Трампа, или там Трамп сколько бы там ни говорил, сколько бы ни уговаривал, сколько бы ни разговаривал с товарищем, как говорится, Путиным, тот его все время обманывал. Последний раз, вот на днях тоже были эти вещи, уговаривал с ним Трамп, а он потом заслал ему ночью, после этого разговора, заслал ему более 500 дронов, ракет, все. И всюду украинцев убивает. Что делать? Вот как стоит вопрос, в чем здесь проблема, и может ли мир решить этот вопрос с этой атомной державой, которая имеет чуть ли не самое большое количество атомных боеголовок в мире. Ну, в общем, вот такая позиция, Аслан. Давай, значит, перейдем. Я уже много говорю. Давай, значит, перейдем. Пусть люди тоже вопросы зададут, скажут, что имеют в виду. Спасибо, Аят. Аят, я вот здесь есть вопросы, сейчас я перейду к ним. Хотел бы задать от себя вопрос касательно сегодняшней нашей темы и названия сегодняшнего нашего стрима. Дипломатия с Кремлем и ее террор, поведенческий паттерн России. Дело в том, что, Аят, как вам известно, после того, как с Россией начинают вести переговоры, о чем-то с ними договариваться, даже это если не касательно конкретно этого конфликта, Россия еще сильнее усиливает. И вот у меня такое есть текст, наблюдение. 21 апреля 1996 года, когда Билл Клинтон прибыл в Россию, в Москву и договаривался о ядерной безопасности, и на саммите ядерной безопасности России с Борисом Ельциным, еще тогда Путина не было, как мы знаем, в этот день был убит Джохар Дудаев. 31 августа Герхард Шрёдер прибыл в Москву на метро Рижская, у станции метро Рижская взорвалась террористка-смертница. 10 человек погибли. Ну, как нам сообщили, мы знаем, как они делали этих террористов, как они чеченцев зомбировали, запугивали, просто там обманывали и взрывали людей и говорили, что это чеченские террористы. Также произошло 24 марта, когда 2017 это уже года, когда Мари Ле Пен, кандидат в президенты Франции, прибыла в Россию, произошло нападение на Росгвардию. 6 человек погибло, росоккупантов, и 6 молодых чеченцев были казнены под видом, как будто они нападавшие. Об этом нам рассказывает тут один деятель, который был с ними. 4 июня 2025 года, после операции «Паутина», после разговора Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, нанесли массированную атаку, провели по Украине. 3 июля 2025 года, то есть через месяц после того разговора, Трамп поговорил, и снова массированная атака. Такую атаку украинцы, по-моему, с начала конфликта не видели, такую массированность дронов и ракет. Более 550 дронов, более 10 ракет было нанесено. И в связи с этим складывается такое впечатление, что таким вот образом Россия демонстрирует свою силу вот с этими переговорщиками, пренебрежение и унижение этих людей, этих лидеров разных государств, дискредитация партнера, потому что, например, в нашем случае, когда Билл Клинтон был в Москве, нам рассказывали о том, что это американцы помогали убить Джохара Дудаева, что не соответствует действительности, но для спекуляций очень удобно вот такие вещи делать. Как вы считаете, Аят, вот в связи с этим, почему есть аналитики, есть большие мощные спецслужбы, все они все это прекрасно видят. Почему эти лидеры продолжают, несмотря на свое унижение, на свою дискредитацию, продолжают вести диалог
и никак не пытаются вот препятствовать вот такому паттерну поведения фашистской России. Ты имеешь в виду диалог с Россией, да? Да, продолжают диалог, несмотря на то, что их унижают, их подставляют, ими пренебрегают. Ну, тут Ну, просто не могу понять. Да. здесь ответ такой, что Россия обладает ядерным военным потенциалом, превышающим ну, каждую больше, чем каждая страна Европейского Союза, отдельность. Так? Мгм. Другая ситуация, если это Америка, то тогда, значит, конечно, Америка имеет потенциал и все это. И когда был Трамп, он активно в этом вопросе помогал Мгм. и сказал, что вот, значит, вопрос должен решиться в течение года или чуть больше. А когда Мгм. пришел Трамп, мы видим, что даже те деньги, которые были выделены, там 3,5 миллиарда для помощи Украины, и это они их заморозили и не отдают, и посылают там разного рода, скажем, вооружение, там самолеты, ракеты в другие места, в частности в Израиль, и потом, значит, какие-то причины придумывают. И в целом-то мы же знаем, что новый президент Байден, то есть, вернее, Трамп, он что имеет, какую он политику ведет, как мы уже видим. Эта политика его заключает в том, что он хочет сказать, что война там с Украиной, это понятно, это очень тяжело и плохо, но нам надо мирно жить и строить экономические отношения. Давайте Россия прекращать там войну, давайте Украина прекращать войну, давайте не надо это делать, так? И мы там экономически, на экономические вопросы будем взаимно выгодные проекты делать, договора устанавливать, а в то же время у него так вот, скажем, идея так хорошая, если бы это могло бы реализоваться. Но в данном случае он имеет вопрос с империей, имеет вопрос со спецслужбами России во главе страны, которая стоит спецслужбы Путин. И поэтому, что бы он там ни говорил, как бы то ни было, ничего не произойдет. Россия будет действовать себе таким образом, как он этого желает. Как считает, что для России, в первую очередь Россия и все интересы государства. Так ведут себя и называют себя эти имперцы. Мгм. Но с другой стороны, если вот брать Китай, там, Северную Корею или тот же Иран, как будто бы разные веру во всех этих стран разно верят, а они почему-то объединились. Что их объединяет? Их объединяет вот это их, ну скажем, вот это вот не религия, точно уж не религия, а вот это имперское или диктатское режим объединяет. То есть другими словами говоря, они не могут дать свободу людям или народу, чтобы они могли сами избирать себе руководство этой страны. Мгм. Поэтому сейчас мы видим вот такое направление, и э, Россию поддерживают. Почему поддерживают они? Да потому что, вот, к примеру, вот недавно Каля Акас, по-моему, она была вот на конференции в Китае, разговаривали там, здесь вот передачи я слушал тоже. И там китайцы заявили, их один, второй человек позначим, заявил, что якобы если значит, идет война России и Украины, то это для них хорошо. Но это было сказано не открыто, но это для них хорошо. Пока идет война, значит, это, и туда вовлекается Америка, то Америка не изменит этому направлению действия, и вот этот очаг там дает им возможность развиваться. Они Мгм. получают, значит, по дешевым ценам нефть, газ и другие виды, скажем, продукции с России, в том числе и Индия. И они говорят, там вот происходит такой момент. Если, скажем,
эта война будет продолжаться еще больше и больше. Они потихоньку сидят и не совсем как бы ничего, а в то же время помогают. Они помогают. Именно помогает самой, значит, России. Китай тут же говорят. А помогают они, потому что они говорят, когда это закончится, вот, допустим, вот это конфликт, а как они называют, война, да, с Украиной, тогда Америка и остальной мир переключится, мол, на Китай. И Тайвань они, и другое, еще такое, он обязательно переключится, и они считают, что нужно идти. То есть это так глобальная политика, которая не дает сейчас какой-то ясной, значит, позиции, хотя в то же время говорят, что сейчас в Китае тоже идет вот эта вот внутренняя борьба за власть. Си, говорят, может быть, в скором времени смещен со своего поста. Там у них идут вот по этому поводу тоже какие-то вот передрязги. В общем, вот вокруг всего этого мы видим, что то, что ты говоришь, почему и как, и зачем, все происходит потому, что есть две системы власти в мире, какие бы, как бы ты их ни называл. Это диктаторские режимы и демократические. Конечно, и демократические системы власти – это не самая лучшая, скажем, система власти, но лучше ее нет. Вот в чем вопрос. У демократической системы власти есть и свои недостатки, а диктаторские режимы – это вообще грубейшим образом, не считаясь ни с человеком, ни с народом, они все уничтожают. И вот это состояние, в этом состоянии мы сейчас находимся. Что могу сказать тебе? Спасибо, Аят, спасибо. Эд задает вопрос. Вопрос Аяду. Как вы думаете, фашистская Российская Федерация пойдет на военный конфликт с Азербайджаном? Я думаю, что она не пойдет. И в то же время и Америка тоже не хочет идти на конфликт прямой с Россией. Вот это тоже очень важный момент, почему Трамп так себя вот нельзя сказать боится, но не решается столкнуться сейчас вот по этим с Россией напрямую. Вот он как только не уговаривает, вот ничего не получается. А этот конфликт, который произошел, он так вот пошумят, потом договорятся через Эрдогана договорятся. Эрдоган, он член НАТО, собственно, он, страна, так? И они там договорятся. Я так думаю. Тем более, что и Армения сейчас вообще отказалась, можно сказать, от России, от их АДГБ и всяких КГБ отказалась и не хочет с ними. Они же там что-то в Армении, что произошло? У них там чуть ли не хотели переворот сделать, они все эту религиозную верхушку, которая у них была, армянской церкви, верхушку всех арестовали. Ну, не всех, но основных так людей арестовали. Там идет вот такая вся заваруха, и они, как мы все видим, теперь руководство Армении, значит, пошло на контакт с Турцией и даже с Азербайджаном. Они понимают, что их стравливают, они понимают, что вот это то, что их толкает, вот берите, давайте захватывать их, это ваша территория или это ваша. Вот это принцип «разделяй и властвуй», вот здесь вот как раз-таки это пример того, что сейчас это не работает, по крайней мере, в этом регионе мира сейчас. У России здесь очень большие потери в этом смысле, как и в Сирии, может быть, и как и в Иране. А там посмотрим. Вот так вот, Эд, дорогой Эд. Спасибо. Спасибо, Аят. Аят, а вам не кажется, что вот ситуация, которая сейчас развивается, вот это такая напористая позиция Ильхама Алиева, президента Азербайджана, ситуация, которая разворачивается сейчас в Иране, где миллионы проживают азербайджанцев, не может ли это быть таким открытием второго фронта со стороны стран НАТО при помощи Азербайджана, чтобы наоборот, чем больше Россия будет втыкать заднюю, как говорит
остановиться и не отвечать Азербайджану, тем больше Азербайджан и стоящая за ним самая большая сухопутная армия на континенте, НАТО, вторая по величине азербайджанская, турецкая армия будут больше давить, давить, давить. Может так продолжаться? Но я не думаю, что здесь какую-то роль играет сейчас Азербайджан. Там, скажем, игрок в основном Турция. Вы же Ну знаете. да. Ну и Израиль, конечно, так? А Азербайджан, он в тесном контакте находится с Турцией, он, значит, свою политику правильно развернул, он отвернулся от тех всех этих дел, которые ему втягивают как бы в бывший Советский Союз, но историю, и там его втягивают на его парад Победы, он отказался и все такое. То есть он переориентировал свою политику на Запад, я имею в виду Азербайджан. И это и усиливает его позиции. И если там он начнет вот эту войну, то это там втягивается и Турция. А это член НАТО, правильно? И потом Да. дальше и дальше. Теперь еще разговор идет о том, что Азербайджан заявил о том, что он разместит у себя натовскую базу военную. Да-да-да. Да? И посмотри, вот как это все. Значит, это может быть такая определенная позиция, которая может сейчас играть существенную роль. То есть уже в Азербайджане будет военная база американская, как, вот, такая же, как и, скажем. Или турецкая. Да, да. И там уже дальше эти дела могут разворачиваться. А у них нефти много, газа много в Азербайджане, так? И они потихоньку вот так вот сейчас разворачиваются. И там видно будет. И армяне сейчас тоже, они, я имею в виду армяне, Армянскую республику, армянское государство, тоже ее власть разворачивается в этом направлении. Они ищут способы выживания. Они, чтобы их уничтожили в взаимной войне, допустим, с Азербайджаном. Им этого не надо. Хотя там в Москве сидят очень много представителей армянской национальности, это предатели армянского народа, я так считаю, которые вот это все вот растут. И Мигранян, и другие, я не буду называть их фамилии, в первую очередь, которые я назвал, которые говорили, что нужно побольше чеченцев убивать, чтобы вопрос решить чеченский. Советовал Ельцину в свое время. Вот такие вот, значит, дела. Спасибо, спасибо. Вот Иса Ахмадов задает вопрос в ТикТок, почему лидеры мира позволили Российской Федерации сконцентрировать в РФ все ядерное оружие СССР 5 декабря 1994 года. Почему позволили? Потому что они считали, что Советский Союз развалился. И я теперь могу сказать, что я был тогда тоже в Америке, в Вашингтоне, в Нью-Йорке там. И там вот эти их лидеры, ну, они были не первые, но вокруг власти, они говорили, что теперь СССР развалился, и теперь Российская Федерация будет демократической страной. Они хотели, чтобы это все атомное оружие было в одной стране, которая будет демократической. Это Российская Федерация. А получилось так, что эти люди, которые там были во власти, Ельцин, все, которые там, потом я вот говорил, которые подписали этот федеральный договор, не по правилам. То есть они не дали этим народам, когда они вышли из Советского Союза, создать свои государства, атрибутику все сделать, а просто эти бывшие коммунисты между собой подписали тайно, как говорится, этот договор, создали Российскую Федерацию России. А Америка думала, что там вот лучше в одной стране это будет, чем с разными странами иметь отношения
и американские там представители чуть ли не сидели там в их всех министерствах, помогали, и все это делали, это известно, так? Мгм. Ну, они так думали, все. А они, вот возьми и развернись, теперь они и с Америкой вот так вот себя ведут, совершенно не считаются их президентом, Мгм. и готовы, говорят, отдайте нам вот то, что было где-то когда-то, может быть, когда-то в какой-то период эти территории были их, или другие территории были. Но тогда давайте переделывать весь мир, то, что было, давайте до Второй мировой войны, в Лиге наций и раньше, весь мир, весь этот пласт будем поднимать. Это недопустимо. С этой точки зрения это будет как бы такой пример, который может вообще свести весь мир, скажем, с той платформой, на которой мы держимся сегодня. Или надо менять все это. Но по крайней мере сегодня есть только современное международное право, и за это надо держаться, потому что другого нет. Есть право, сила права, а здесь предлагает право силы. Вот что такое. Поэтому здесь разница вот в этом, и с этим согласиться, конечно, не могут демократические страны, и не может, скажем, природа человека согласиться с этим. Потому Мгм. что люди хотят мирно жить, свободно, без всякого давления, экономически развиваться, а здесь вот никаких тебе вот ничего, и все вперед, ты будешь и был, и будешь нашим рабом, мы захватим эти территории. Вот так себя ведет сегодня власть Кремля. Она вообще все эти правила разрушает, открыто, нагло себя ведет. И ей еще право дано решать проблемы всех остальных государств мира, находясь, скажем, в Совете Безопасности ООН. Вот эти вещи будут решаться как-то. Но сейчас она находится в таком хрупком состоянии, и я вот вижу, что и все это видят, что все боятся начала атомной войны. Как бы Мгм. Россия не размахнулась или что-то не совершила. Поэтому они хотят как-то это сделать иначе. Вот что я вижу. Мгм. Спасибо, Аят. Сейчас, одну минутку. М, Здесь такое сообщение было, вновь и вновь пишет человек. Сейчас я его найду. Здесь много. Ну, Ру пишет, Аят, слушая Хасбулатова, как он хотел перейти на шведскую экономическую модель, команда Ельцина захватила власть, перешла на экономическую модель США. Может, США опасается сильной Европы? Вот такой вопрос, видимо, очень важный вопрос. Поэтому его много раз задавал человек. Ну, Хасбулатов, он был отвергнут, мы знаем же. Они ему не доверяли, он был чеченец, так? Хотя он был на их стороне. И когда в 93 году, в октябре месяце, Ельцин расстрелял весь Верховный Совет, то есть они хотели свою экономическую программу для развития России, предлагали Хасбулата и Верховный Совет. А Ельцин там, значит, и какие-то программы, и 500 дней, и другие программы предлагали, а ситуация все хуже и хуже становилась. Мгм. И Хасбулатов, когда они вот столкнулись на этой платформе, уже в самой Российской Федерации в октябре вот произошел вот этот государственный переворот, они убили до 6 тысяч человек, когда Ельцин отменили все эти конституции, все, и приняли новую конституцию незаконным способом. Я уже говорил об этом. Незаконным способом приняли свою нынешнюю конституцию не парламент, не конституционный суд, не референдум. Чем Мгм. опрос населения. И в итоге они еще в эту конституцию свою вписали и Чеченская республика, как будто она есть часть России. И вот Мгм. эти вот все так называемые деятели, чеченские на Западе, да, Мгм. здесь ведут себя, они как раз придерживаются именно этой линии и говорят, что мы являемся частью России.
А мы не входили никогда в состав России. Они об этом не говорят, но она принимали по этому поводу. Они говорят это, ну и по этому поводу они, значит, разные документы принимали в Лихтенштейне, в Швейцарии, в Копенгагене, потом разные документы принимали, другие разные заявления делали. И эти люди, которые не имеют никакого отношения к нашей власти, значит, поддерживаются Кремлем, вот эта вся работа вот так вот раскручивается. В общем, в этом направлении эта работа идет, и там дальше посмотрим, что сейчас об этом говорить. Ага, спасибо, спасибо, Аят. Аят, вот смотрите, ситуация какая в Украине. Раньше начиналась война, там Хаймарсы, 3 семерки артиллерийские, вот эти гаубицы, ну там леопарды, танки, там Брэдли, американские БМП. Вот это все предоставлялось, это так все рекламировалось, так об этом много говорилось. И в итоге получилось так, что танки уже не воюют фактически. Воюет война дронов идет. Россия уже создала у себя армию дронов, Украина создала у себя армию дронов. Здесь, в Германии, у нас тоже все говорят об этих дронах, что нужно вот переходить на новую армию, новую комплектацию армии. И в Украине следующая ситуация. Где-то 60-70 километров, по-разному, конечно, бывает, это называется kill-зона, зона смерти, смертельная зона. И Россия уже не концентрирует большие соединения, а маленькими группами, 5 человек, 10 человек, 15 человек засылает, как муравьев. И кого убьют, убьют, кто сможет пройти как-то там из 100 человек, если там 5-10 дойдут, то это хорошо. Вот так они вот просачиваются они. И эта война, она может длиться, если идти до Киева. Ну, наверное, лет 100, наверное, им придется идти до Киева, неся такие колоссальные потери. Украинцы уже просто как орехи их щелкают. И еще проблема в том, что у русских нету рэба, радиоэлектронной вот этой борьбы против дронов украинских. А у украинцев очень мощные вот эти глушилки, мощные. И у русских не очень получается вот с этими дронами, хотя тоже работают очень активно. И вот в чем вопрос, Аэт. Чего Россия добивается? Просто напрочь стачивая своих вот этих солдат, просто их утилизируя, просто посылая их на смерть. Чего они этим добиваются? Они ждут, Ну, пока здесь, Украина выдохнет? Да, пожалуйста. ну, здесь можно говорить, чего она добивается. Во-первых, наверное, она добивается того, чтобы всех, кого она посылает туда, да, чтобы они не вернулись, чтобы они там и захватили какую-то территорию и не вернулись. И на Украине, сейчас в Украине, на территории Украины, вот показывают разные вот новости, везде лежат сотни, а то тысячи трупов, они их не забирают. Так? То есть они не хотят, чтобы эти обозленные эти солдаты, которые они бросали их в огонь на смерть, чтобы они вернулись и потом в самой России начали против власти вести борьбу. А во-вторых, они добиваются, мы знаем, что они добиваются того, чтобы захватить свою территорию, не свою территорию, а территорию, которую они уже захватили, и еще требуют дополнительной территории этих частей территории, которые по украинским законам являются цельными. Они все цельные требуют. Вот тогда мы согласимся, и еще давайте вы отведите свои эти базы, которые вы строите, скажем, грубо, значит, вокруг России, там, ну, в Балтийских республиках, в Варшаве, везде, все отведите назад, и тогда вот чего они требуют. Добьются они или нет? Они всегда требуют очень-очень большую завышенную цену, как бы заламывать, чтобы потом ее как-то немножко снизить, на самом деле, что у них пройдет. Им война выгодна, вот в чем дело. Они вот этих всех вот людей, которые
они говорил, я в самом начале, которых надо там кормить, одевать, чтобы они нищенствовали, там, отправлять на войну, они там гибнут. Если ушло там, скажем, 10 тысяч, возвращается 5-6 тысяч максимум. Ну, грубо говоря, так, да? Так это же для него хорошо, чтобы этого не было. Вот здесь вот это они добиваются того, чтобы остаться у власти. Вот чего они добиваются. Иначе, если бы этой войну они сейчас не развязали бы, у них бы какое было состояние в самой России. Ну, с той политикой, которую они проводят. Так у них поделалось, помните, были сколько там движений в Москве, в Петербурге, в других местах, какие они движения проводили, как они людей хватали, сажали в эти автозаки и потом водили, судили их. Какие только не были движения, оно вот перерастало во все. Они уже поняли, что если дальше это так пойдет, то они все равно расшатают ситуацию, расшатают. И поэтому они решили вот таким образом, еще с другой стороны, вот Украина и другие вот эти республики все, давить на них. Вот чего они добиваются. Они добиваются, чтобы сохранить власти и расшириться. А война есть условия, которые им даст возможность сохранить власти, и будут они еще и менять будут свое там окружение. Путин будет менять свое окружение, кто у него там есть, каждый раз менять по новой, чтобы засидевшееся его окружение, оно потом бы как бы не положило глаз на его должность, собственно говоря, сдав его. Я думаю, вот так. Спасибо, Аят. Друзья, нас больше сейчас 400, больше 1500 смотрят. Я вам еще раз напоминаю, у нас стрим идет на YouTube-канале и на TikTok-канале Аслан Арцуев и на YouTube-канале Реалити, а также на официальной странице единственной легитимной власти чеченского народа, президиуме правительства, их официальной странице в Telegram. Там вы можете зайти, непосредственно принять участие, поднять руку, вам предоставят слово, вы можете прямо в нашем эфире принять участие. Все остальные задавайте вопросы. Аят Эдигов, кто не знает, многие знают, но кто не знает, это ближайший соратник Джохара Дудаева, человек, бывший председатель парламента Чеченской Республики Ичкерия, ныне сопредседатель президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, единственный легитимный орган власти чеченского народа, а также единственный человек, который парламентом и президентом уполномочен представлять интересы чеченского народа за рубежом. Поэтому задавайте вопросы, друзья, я их с удовольствием зачитаю. Тема у нас, как вы понимаете, это Украина, Россия, Азербайджан, Кавказ, Ичкерия, ну и так далее. Так. Так. Сейчас у нас к нам, как обычно, на наш стрим обычно выделяется целая банда троллей, которая активно начинает здесь засорять стрим. Я не удаляю для того, чтобы активность была и стрим раскручивался, хоть какая-то польза, так как наш канал, YouTube-канал запрещен на территории фашистской России, и только во время стрима нас можно найти на территории России. Поэтому такой вот момент интересный. Так что вы на самом деле, можно сказать, как в советское время, помнишь, радио слушали, сидели эти любители, настраивали. Вот приблизительно мы с тобой занимаемся сейчас как раз этим. Нас глушат на территории России, а мы продолжаем до людей доносить правду. Так. Здесь вот такой вопрос был, просто я задам его вам. Короче говоря, тут человек вопрошает, Ширвани Акиев.
На каком основе мы хотим создать государство, если мы получаем независимость? Как в 96 году, когда все деньги шли из России и делили коллаборационисты между собой. Вот такой вот вопрос. Ну, я отвечу на этот вопрос. Мы не хотим создать государство, а мы хотим освободить Уже государство. создали, да. Да. Когда мы говорим хотим создать, это значит, мы говорим, что мы являемся частью России. Мы не являемся частью России, мы создали свое государство, выйдя из Советского Союза. А то, что там было в 96 году, или позже, или это уже вопросы другие. Так что как это было, мы помним все хорошо. И сейчас наша задача объяснить остальному миру, объяснить, скажем, всем тем, которые ведут себя против нас вот эту работу, разъяснить, кто есть они, кто на Западе. Это есть агенты влияния, которые ведут активную работу по, значит, дискредитации нашей власти. Вот говоря, создать наше государство. Нам не нужно создавать государство, потому что мы его создали. Мы должны это все понимать. Наше государство, территория оккупирована. Нам необходимо ее освободить и восстановить легитимную власть нашего народа. У нас есть конституция, у нас есть все структуры власти, у нас есть избранные и все такое. А когда мы освободим свое государство, на этой территории мы должны провести очередные выборы власти в рамках нашей конституции. Вот что нам нужно делать. А Киев его, да, зовут? Как? Да, Акиев. Да, вот такая ситуация. Угу. Спасибо, Аят, спасибо. Просто нам некоторые говорят, что мы на неудобные вопросы, на резкие вопросы не отвечаем, поэтому я его Мы зачитываю. отвечаем на любой вопрос, кроме грубости. Давайте Да, так. На оскорбление. любой вопрос. Вот тут вопрос такой, Аят. Как вы считаете, Джохар Дудаев герой для чеченцев? Помнят его? Джохар Дудаев, естественно, герой чеченского народа. Это человек, который останется в истории нашего народа. Он, значит, был истинным, значит, патриотом своего народа и лидером чеченского народа. Будучи даже президентом, а не глава, президент у нас не глава государства, чтобы мы знали все. Все думают, что если президент, глава государства. У нас власть разделена на 3 власти. Президент, который возглавляет кабинет министров, парламент, судебная власть и орган местного управления. Поэтому Джохар Дудаев это был один из лидеров, который поддерживал наш народ. Полностью, в целом наш народ его поддерживал, любил. И он погиб. И весь наш народ знает, что это патриот и настоящий герой. Истинный герой. Полностью согласен с вами, Аят. Абсолютно так. Несмотря на то, что сколько лжи, сколько пропаганды, инсинуаций выливаются даже на его память при жизни и сейчас. И не только чеченцы, многие помнят, до сих пор называют улицы, парки, скверы, Да-да. площади имени Джохара Дудаева в разных уголках земли. Если бы... Вопрос, готовы ли чеченцы отделиться и стать независимым государством? Вот мы сколько вот не говорим, но все равно отвечу на этот вопрос, чтобы его не было. Мы не должны отделяться, потому что мы никогда не входили в эту Российскую Федерацию России, которая есть сегодня. Мы в нее не входили. Нашу территорию захватили, как захватили территорию Грузии, как захватили и территорию Украины. Наше государство оккупировано. Ее надо освободить. Вот что. А отделяться мы не являемся частью России. Наша территория не является частью России. Вот ответ на этот вопрос, который Спасибо. здесь задает там.
В Украине много русской пропаганды. Как вы думаете, почему во время войны власти Украины не борются с этим? Асланбек Тутаев. Но они борются, но чтобы победить, они же, это борьба такая, знаете, вот у нас на Западе, приехав сюда, вот есть такой Закаев, есть и другие называть их можно там, или есть какие-то общественные деятели, которые вот здесь находятся, везде там туда-сюда ездят, и как будто бы они являются представителями нашего народа. Так? Мгм. Их поддерживает тот же Крым, и везде и открывает там разные, значит, двери, чтобы они где-то ходили, а на самом деле они никакое отношение не имеют к нашей стране, нашему государству, потому что они вышли из этого, скажем, нашего поля, конституционного поля. И вот таким образом против них бороться трудно. Эта борьба идет в Украине. Мы видим даже, что это очень много разных суждений, но в то же время, конечно, в Украине было очень много русских, и агентура была там очень сильная. Она есть и сейчас, в этом нет сомнений, и все вот украинцы об этом знают, я думаю, и многие говорят об этом. И поэтому здесь нужно как-то надломить хребет России. Надо выгнать Россию, и тогда с ними будут разбираться. Сейчас идет тоже борьба, и мы видим, что это не так просто все. Потому что вот мы видим, вот, скажем, вот эти наши, скажем, если можно сказать их наши, не наши, кто наши, есть такое выражение. Так вот эти люди, которые находятся здесь на Западе, вот эти команды, которые придумывают и Закаевцы, другие там, Цароляповцы, ну, называть не буду их всех. Значит, они говорят, что они являются властью чеченского государства. Мы им, вот, допустим, мы им говорим, и остальному миру говорим, что они имеют никакое отношение к нашей государственности, они давно потеряли полномочия свои, они участвовали, значит, в противодействии в пользу России, и тем самым не являются нашими, скажем, можно сказать, и гражданами. Если даже они гражданами являются, но их действия утверждают, что они являются нашей властью, это не имеет никакой основы. Мы это говорим, рассказываем и тем же, скажем, представителям власти Украины и другой на Западе, но им до этого дела нет. Они занимаются своей политикой. У них война, у них ситуация тяжелая, и они не считают, они просто хотят их тоже использовать в свою, как говорится, пользу, хотят использовать. То есть здесь мы же не можем влезть их в шкуру, но в то же время это было бы с нашей точки зрения правильно для того, чтобы дать им хороший отпор именно этой агентуре всей. Вот это тяжело. Это же та же война, если не на поле, это внутри самой страны идет эта война. Вот ответ на этот вопрос. Спасибо, Аят. Аят, смотрите, я вот как раз сегодня сделал короткий ролик по этому поводу. В Facebook мои украинские друзья раскидывают информацию про имама Шамиля, из него вот делают вновь героя. Я уже неоднократно об этом говорил, и вот, вот это все в ту же канву пропаганды, которой сейчас Асланбек задал вопрос, ложится. Вот в эту канву вся эта ситуация. Вот из имама Шамиля, который 25 лет был нашим имамом, которого мы очень уважали, которым мы гордились и шли под его началом атаки, погибали, гибли, и после, уже когда нас осталось около 6% от 2 миллионов, то есть около 120 тысяч, он добровольно сдался в плен. И жил, получал жалование от царя, его сын служил в царской армии, и ему разрешалось, он имел дом в Калуге, жил в Калуге, и он имел право выезжать за границу. И уехал, видимо, в Турцию или в Саудовскую Аравию и так далее. И вот сейчас раскручивают, создают батальон имени имама Шамиля, и нам, чеченцам, это как-то кажется очень странным. Во-первых, это наш имам был, хоть он и дагестанцем был по национальности,
аварцем был. Но при всем при этом он, как бы, мы из него сделали имама Шамиля, имама и так далее. И вот и он сдался в плен и завещал, как говорят, что покориться России и не сопротивляться. Да и его сама сдача в плен, проживание в Калуге, получание жалования от царя тоже говорит о том, что, как бы, человек переосмыслил свой жизненный путь. Как вы считаете, для чего это делается, Аятов? Для чего Зеленский говорил на фоне мемориальной доски имама Шамиля об имаме Шамиле? И почему не реагирует, как вы считаете? Ну, общепризнано, что имам Шамиль, он был имамом и почти 25 лет вел войну против в этой должности, так скажем, вел войну против России. Ну да, и когда он потерпел поражение в Хунзахе, у себя там на родине, в Дагестане, где он там был, ну, где оттуда он происхождением, там, значит, уже он был окружен полностью, и, конечно, там он был взят в плен, так скажем, да. Но это был почетный плен, и ему было позволено взять несколько своих там, ну, скажем, семью, там у него несколько семей было, окружение, подводы, какие-то караван, и все вместе с этим он пошел, значит, сдался батюшке царю русскому. Тем самым он прославил, как бы, значит, русскую империю и сделал вот то, что сделал. Но он потерпел поражение. А то, что он 25 лет вел войну успешно и давал отпор сильно, это никто не может отнять. Так? И теперь мы говорим о том, что да, было бы хорошо, чтобы он погиб бы. Погиб бы, он все равно, но он не погиб, он наоборот взял свою семью, уехал, и даже его сыновья служили в охране у царя. А сам он потом перебрался в Саудовскую Аравию и там погиб. Как вот мусульманин погиб или умер, его там похоронили. Вот что. Теперь из этой фигуры исторической вот вокруг этого идет спор. Да, конечно, мы здесь можем сказать все положительные, отрицательные сторону этого человека, исторической личности, но в то же время нас удручает и очень мы сожалеем, что он сдался все же. Вот это ему недостаток, как бы, значит, ему претензии предъявляют. Да? Но он был окружен, он мог там погибнуть, но он это не сделал и пошел на спасение своей семьи и себя. Вот вокруг этого идет, и в то же время украинцы этим самым, конечно, и президент Украины, они хотят поднять дагестанцев на борьбу против России, потому что они знают, что он столько воевал, и его батальон, его имени он будет, значит, как бы символичный, что надо бороться против России. С другой стороны, это для России как бы тоже хорошо. Да, он боролся против нас когда-то, да, против нашей империи, но он сдался, и вы сдавайтесь. Вот здесь вот такое вот состояние, поэтому здесь вот идет вот такая, значит, информационная война. Может быть, и потом и батальон организует. Вот такое положение, Аслан. Ясно. Ну, это тогда может ложиться в ту же канву по поводу того, что Азербайджан сейчас начал, так сказать, наезжать на Россию, так как никогда ранее не наезжал, и ситуация вот в Иране. А как вы считаете, Ая, тогда дагестанцы поднимутся? Они, если вот их поднимать на это, они поднимутся? Дагестанцы? Да. Но это зависит от них. Но вот когда в 1991 году все республики бывшего Советского Союза принимали декларацию или проводили съезд общенационально, они это не сделали. Единственный Дагестан не сделал это. Но там добровольно. было много причин. Да.
Там было много причин. Причины были связаны с тем, что там очень тоже вот это противоречие. Там было тогда, говорили, до 80 народов на этом клочке земли, до 80. Сейчас они уменьшились где-то до 40, говорят. Ну, как бы, значит, группировали эти народы, как будто бы. Что они сделают, мы не можем сказать, но, по крайней мере, эта земля такая, они в прошлом, их ситуация была всегда тоже не лучшим способом. Там есть силы, которые могут на это пойти, подняться, так? Но для этого должны сложиться какие-то условия. Где там гарантия того, что если они начнут сейчас в этой ситуации что-то делать, так? Но такая работа ведется. Эта работа ведется и в нашей оккупированной республике Чеченской-Ичкерии, это ведется по всему Северному Кавказу, и этому пытается, значит, способствовать и Украина. Но они правильно делают, там уже видно будет. Говорить им, что вы там все такие сякие, тоже неправильно. Это такая вот политическая подоплека в этом вопросе, а там посмотрим, что будет. Ну, если вот исходить из этой логики, которая тут сейчас развивается, вполне возможно, что, да, давно они к этому готовятся. И такое интересное наблюдение я сделал. Есть некий Дмитрий Кечкин, главарь УФСБ во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия, который был заместителем руководителя Дагестана, УФСБ Дагестана, потом был Ингушетии, потом перевели его в Ичкерию, во временно оккупированную Ичкерию. И везде, и со стороны пропаганды российской, и со стороны других, слышится такая информация: Чечня, Ингушетия, Дагестан, единое исламское государство там создать и так далее. Учитывая путешествие по должностям Дмитрия Кечкина, учитывая то, что сейчас имам Шамиль становится героем, учитывая то, что сейчас Азербайджан вступил в конфликт, а в Дагестане проживает много тюркоязычных людей, и ситуацию в Иране, и вот это все вместе. Может ли случиться так, что сейчас будет разгораться конфликт на Кавказе, и туда будут втянуты мы, граждане Чеченской республики Ичкерия, которые пережили геноцид и вот-вот зализываем раны без чьей-либо помощи? Ну вот, может быть, это вопрос такой, предвидение. Но, по крайней мере, к этому хотят подвести все внешние силы, те, которые сегодня против России. Не только там на Кавказе, но и даже по Волжье, по всей России хотят сделать так. И это будет зависеть от многих факторов. Посмотрите, какая идет пропаганда в самой России. День и ночь по всем, значит, своим средствам связи, телевидение, все там, интернет, они ведут такую информационную пропаганду, с которой якобы хотят они Россию развалить на 90 чем-то территории, хотят, чтобы мы все друг друга убили, и кровь наша лилась. Вот я как-то говорил раньше, здесь компания, эти либералы, то есть собрались и говорили, что вот Изакая, его компашка, тоже они говорили, что мы вот, значит, готовы помочь вам, давайте свои республики создавайте, а потом мы дадим вам, покажем, как государство строить, как будто они умеют строить государство, знаете. На самом деле это было, как говорится, пас Путина, который потом говорил: вот посмотрите на них, что они делают, они хотят нас всех стравить, они хотят нас убить. А там какое мнение было и раньше, так, и проголодь проживем, лишь бы войны не было. Вот у них там в России такая вот подсознательная такая, значит, мечта, чтобы войны лишь бы не было, чтобы на них напали. Сегодня они, украинцы, за это все, значит, ругают украинцев, Украину, считают, что Украина виновата во всем. Вот такое положение в самой России сейчас. Хотя
многие там догадываются, что там происходит, знают, что сам Путин и эта власть виновата. Но это ни в коем случае не сравнимо, по их мнению, с тем, что вот если на них нападут или заставят всех друг с другом воевать, или разбить на 90 частей, или меньше, там, так? Вот это как-то вот может и есть, но на Кавказе они прежде всего ждут этого. Прежде всего они ждут этого, чтобы на Кавказе случилось. Случится это или нет? Чеченский народ создал свое государство, наше государство оккупировано. И оно оккупировано. 5 раз на нас нападали, Россия нападала, 5 раз военное вторжение было. В 4 мы выиграли схватки с этим монстром, изгнали его с нашей территории. Последний раз их было около 460-тысячная армия на нашей территории. Такой армии сегодня российской нет, по-моему, в Украине. Ведь что они только не делали, как только не издевались. И они потом были изгнаны. Уже в 5-й агрессии, когда все вот это случилось, мы уже весь ресурс кончился, и мы вынуждены были идти в подполье или, значит, на рубеж для того, чтобы вести информацию, довести до остального мира. Вот мы ее пытаемся довести, но и здесь нам, как говорится, мешают вот эти вот самозванцы, которых я называю, которые являются засланцами не американцев, а российской разведки. Вот такая ситуация. И главное то, что я сейчас говорю вам, оно есть подтверждение тому, как они это принимают, их решения, их там заявления, их разные, значит, встречи, и притом от имени Чеченской Республики Ичкерия. То есть не имея никакого отношения. И это вот эта работа, она как бы, значит, сильно влияет на, скажем, на настроение людей. Но мы пытаемся, чтобы рассказать всем вам, что это не так. Вот так вот, Слава, в целом. Вы очень правильно заметили, Аят, по поводу той провокации с Степашиным, точнее ФСБ России и Кремля, когда они объявили в Чабан-Махи и Карамахи независимые 2 села. И причем Ельцин говорил, что симпатичные бородачи там говорил и так далее, а потом взяли, просто начали утюжить их артиллерией и авиацией, вот эти 2 маленьких городных населенных пункта. Может ли вот этот сценарий, снова, я думаю, какие-то заготовки у них есть, может ли такой же сценарий повториться, где сейчас какие-нибудь там представители Дагестана объявляют о своей свободе, независимости, и потом их начинают убивать и зовут на помощь, придите на помощь, спасите, и вот втягиваются. Как вы считаете? Ну, конечно, может. Теоретически может быть, либо теоретически можем сейчас с тобой говорить, да, это может быть, да. Ситуация зависит от ситуации, какая сложится. Но на данный момент этого нету. На данный момент этого нету. То есть сегодня только идут разговоры, только вот что будет и как загадывать. Мы не можем говорить об этом утвердительно, я хочу сказать. В целом так, конечно, может быть. Хорошо, спасибо, Аят. Друзья, напоминаю вам, у вас есть возможность еще 15 минут задавать вопросы. Пишите, задавайте вопросы. Аят, и вот пока здесь нет вопросов, воспользуюсь паузой и задам свой еще один вопрос. Россия уже фактически сдала Дальний Восток, часть Сибири Китаю. Они уже активно там занимаются бизнесом, рубят лес, там получают гражданство. Да. Да, и активно вообще расширяются. Россияне, проживающие на той части России, они в принципе не против китайцев, потому что там деньги, там какая-то поддержка, ну и как бы спекуляция, ну как раньше спекуляция называлась, коммерцией, бизнесом занимаются, покупают что-то в Китае, привозят, ну как-то выживают. Как вы считаете, Россия потерялась безвозвратно Сибирь, Дальний Восток, идет к этому? Либо
Россия еще попробует вернуть вот эти территории под свой полный контроль. Здесь вот говорить об этом, мы видим, что они легко раздают территории российские, да? Ну, и на Дальнем Востоке сдают на 70, на 100, на 99 лет. Сдают они территории. И, ну, естественно, туда заходят китайцы, все, что им нужно, там вывозят, там, значит, живут, за 100 лет можно что угодно же. Но какие территории они сдают? И там в будущем через 100 лет что будет, неизвестно. Через 50 лет что будет, неизвестно. Как ситуация в мире развернется, непонятно, неизвестно. Поэтому, что говорить, для них, я же говорю, они войну ведут против нашей республики. Почему? Потому что у них территории не было. У них территории больше, чем в любой стране мира. Но вот они ведут за территорию, боролись, чтобы захватить территорию нашего государства. Они вот и на Грузию также напали, и на, скажем, Украину. Как будто у них нет территории. У них территории больше, чем у любой страны мира, в 2 и в 3 раза больше. Самый большой, последующий. Поэтому, но им нужна эта война для того, чтобы сохранить свою власть, говорю, для того, чтобы свою систему держать в власти. Вот поэтому они и вот эту войну ведут. Вот такая вот. Ну, вот то, что вот вы говорили в начале нашего стрима, то, что Китай сказал, что им выгодно, чтобы Россия не проиграла, чтобы им не выгодно, чтобы Россия проиграла. Да. Такое прямое заявление фактически сделали. И вы думаете, Китай будет теперь до конца поддерживать фашистскую Ну, Россию? там идет вот как бы борьба. Их этот председатель, скажем, президент Си, вроде его хотят они сместить. Идет такая внутренняя борьба, и здесь они вот такое выдали. Вот так. Что он будет, мол, это потому что выгодно, чтобы они постоянно воевали, иначе они нападут на нас. А если они будут воевать, то потом мы можем Тайвань захватить. Ну, вот такое вот у них. Это тоже, знаешь, можно что угодно говорить, а на самом деле, что они имеют в виду, можно только рассуждать. Сопоставить разные там факты, дела. Только таким образом. А может ли это перерасти в войну между Востоком и Западом? Китаем, Россией, Пакистаном, Северной Кореей, Ираном против вот западных стран? Я не понял твой вопрос. Повтори. Как? Может ли вот сегодняшнее противостояние, сейчас уже Китай уже открыто начал говорить, что он поддерживает Россию, ему невыгодно, чтобы Россия проиграла. Может ли война между Украиной и Россией, вернее, агрессия России против Украины, перерасти в ядерную войну, где с одной стороны будет условно Восток, Китай, Пакистан, Северная Корея, Иран, Россия, и вот западные страны, Европа, США и другие. Может ли Ну, вот дойти до том-то этого? и дело, что западные страны не хотят вот эту черту перейти. Они опасаются. Теоретически, да. Сегодня ситуация так складывается, если вот, допустим, какая-то страна имеет атомное оружие, на нее не нападают. Если бы сегодня скажем, Украины было бы это атомное оружие, которое она передала России, то Россия на нее не напала. И поэтому сейчас вот может быть вот в связи с Ираном, если Иран создать свою атомную бомбу, или Украина создаст, и другие вот государства, которые вот как бы гарантия безопасности становится наличие атомной бомбы или атомного оружия, получается. Поэтому они все это стремятся, они сами запретили остальным это оружие делать и размножать его, как увеличивать, и сами, мол, подписали несколько там договоров по сокращению этого оружия, да? Дальнего, ближнего там действия, все такое. А теперь вот, пользуясь этим,
Вот Россия, к примеру, пользуясь этим, вместо того, чтобы она и так сохранила, ну, скажем, гарантии безопасности, что на нее не нападут, потому что у нее есть атомное оружие, если на нее нападут. Она, имея это атомное оружие, сама нападает на других, понимая, что... То есть она имеет две формы, значит, использования. С одной стороны, на нее не нападают, с другой стороны, имея это атомное оружие, если есть другое оружие, другим оружием захватывать чужие территории или как-то, значит, в политическом плане действовать на свою экономику, пользу там или других целей. То есть, вот, и поэтому все стремятся иметь это атомное оружие сейчас в мире. Если какое-то будет изобретено другое оружие, которое будет сведет на нет, скажем, атомное оружие, ну, научно-технический прогресс и все такое, тогда посмотрим. Ситуация может измениться в любое время. Мы же видим, энергетика, так, вот эти газ, нефть и все остальное, что все связано с энергетикой, все это можно было бы взять, вот смотрите, солнце, да, сколько энергии. Если бы можно было бы как бы преобразовать это все, научно как бы, значит, каждый день эта энергия к нам идет. А здесь у нас есть, кроме этого, потому что мы не можем это сделать до сих пор, да, хотя есть некоторые формы, скажем, солнечных батарей, другое, все есть. Но для того, чтобы вот, скажем, движение автомобилей, другие, все это, ну, для всех структур, вот эта нефть и газ пока что играет, ну, золото, черное золото, поэтому и называют его. А когда это все будет подменено, тогда может ситуация измениться. Но пока этого нету. Мы же видим, нет пока этого. Вот что происходит. И, ну, вы считаете, ну, это на самом деле очень логично, то, что вы говорите, ну, Китаю вообще с его 1,5 миллиардами населения сейчас ругаться совсем, им прокормить бы их, а ругаться с Америкой, Западом, терять технологии не самое лучшее занятие. А не может ли это быть, слишком много, конечно, можете, я использую, вероятно, возможно ли, возможно ли это то, что, например, Китай, который вот так демонстративно, как не похоже на китайцев, поддержал Россию, сказал, что им невыгодно, чтобы Россия проиграла, играет свою игру, чтобы Россия как можно больше истощилась, иссякли ее запасы, чтобы она выдохлась и забрать вот те территории, о которых мы говорили с вами. Ну, конечно, естественно. Это тоже. Конечно, это тоже так. Вот ты же про это спрашивал. Да. Пока не надо, им только она дает в аренду, скажем, Да. территории, которые, может быть, как чуть ли не как Украина, я уже не говорю за чеченскую территорию, так? Он столько там дает им это все. Ну а зачем ему? Он туда посылает людей жить 100 лет, они будут там жениться, пережениться, потом возьмут и проголосуют, что мы часть Китая. Может такое же сделать? Конечно. В перспективе, что будет, неизвестно пока. Но, по крайней мере, вот ситуация сегодняшняя, мы на нее должны ориентироваться. Вот мы помним, что было, помним сказать трудно, мы из истории знаем, что было там 200, 300, 500 лет, 700, 1000 лет, грубо говоря, знаем, да? Но то, что было тогда и сегодня сравнивать невозможно. Почему? Потому что тогда были одни условия и другое время было, так? И сюда автоматически переносить наше время, это несравнимые вещи. Другое дело, что как пример что-то полезное оттуда, которое можно использовать, применить в современных условиях, это другой вопрос. Так что здесь вот такая ситуация. Спасибо, Аят. Здесь некоторые очень переживают, что США бросили Украину. И вот здесь Бандера, и я просто озвучу общий такой страх, общее опасение украинцев, что вот украинцев американцы бросили. И вот здесь он пишет, USA бросили Вьетнам, Курдистан, Афган, Украину. Как вы считаете, бросили Украину США или нет? Я думаю, что нет, потому что об этом многие говорят, но я тоже думаю, что если, скажем, Россия в этом вопросе победит,
это значит все. Поражение у США. Да. Это значит, они и Запад, все, ну, Запад, скажем, Еврейский Союз готовится, что-то и будет помогать. Если при нем, скажем, при Трампе это случится, то ему, как говорится, в истории очень плохой будет пример. И, наверное, он не захочет это, чтобы было. Он пытается то, что сделать сейчас, мол, оставьте эту войну, это не надо, давайте, мол, будем как-то решать это все. А те на него, как говорится, наплевали, грубо говоря, и свою, как говорится, дуду дуют. Я имею в виду это Путин. Он сидит и говорит, нас надули нас, надули. Да, лягушку такую. Он хочет, чтобы... Чем же его надули? Что он говорит? Надули. Лягушку надували в детстве, помню. Соломенькой. Да-да. Так, друзья, вопросов не имеете, да? Я думаю, значит, все было исчерпывающе, и я думаю, вам понравилось. А я предлагаю закончить на этом наш стрим. Если вам есть что сказать, вы можете сказать, если нет. Ну нет, И все, вопрос. на этом давай закончим. Всем спасибо, что слушали. Давайте в следующий раз тоже побольше конкретных вопросов. Спасибо. Друзья, пишите вопросы под этим стримом, и следующий стрим, он будет во вторник с Аядом и Дигом на русском и на чеченском. Мы ведем обычно во вторник, в субботу только на русском. Поэтому пишите комментарии под этим видео, я буду их собирать, и потом на следующем стриме, даже если вас не будет, я их задам, и вы потом сможете прослушать ответ. Присоединяйтесь еще раз. Всем спасибо. Все будет ички. Слава Украине. Героям слава!